Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 16 мая прибыл в город Москва Российской Федерации с рабочим визитом, где в рамках встречи глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности, провел встречу с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным. В ходе встречи рассмотрены вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Россией на уровне стратегического партнерства и в рамках Содружества независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности и других региональных и международных организаций. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал сегодняшнюю встречу хорошей возможностью обсудить перспективы сотрудничества между двумя странами. Было выражено удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений, неуклонным развитием отношений и уровнем многопланового сотрудничества. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об использовании незадействованных возможностей для отраслей экономики обеих стран и активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Главы государств также обсудили политическую ситуацию в мире и регионе, политическую ситуацию в соседнем Афганистане, сотрудничество в сфере безопасности, вопрос обеспечения безопасности на территории государств-членов ОДКБ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 16 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Москве Российской Федерации принял участие и выступил на встрече глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. На встрече приняли участие президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, премьер-министр Республики Армения Николь Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Встреча была посвящена 30-летию подписания соглашения Организации договора о коллективной безопасности и 20-летию образования организации. Заседание открыл президент Российской Федерации Владимир Путин и приветствовал гостей государств-членов ОДКБ. Встреча прошла под председательством премьер-министра Республики Армения, председателя Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности Никола Пашиняна с участием глав государств-членов в ограниченном составе и завершилось подписанием документов и проведением пресс-конференции. Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудили выполнение всех договоренностей организации за 20 лет ее существования, а также ситуацию на территории государств-членов и перспективы ее развития. По итогам заседания было принято заявление ОДКБ по случаю 30-летия подписания соглашения Организации договора о коллективной безопасности и 20-летия образования ОДКБ и постановление Совета коллективной безопасности о награждении орденами Организации договора о коллективной безопасности участников миротворческой операции Организации договора о коллективной безопасности на территории Республики Казахстан. Постановление председателя Маджлиса Милли Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан о созыве 10-й сессии Маджлиса Милли Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлисе-и-Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 10-ю сессию Маджлиса Милли Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан 6-го созыва 30 мая 2022 года в 10 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиса Милли Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали, город Душанбе, 16 мая 2022 года.
Совет Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан сообщает, что на 10-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва предусматривается рассмотрение Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о местных органах государственной власти, Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правовом статусе члена Маджлиси Милли и депутата Маджлис Намандагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, законов Республики Таджикистан о моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства и об исполнительном производстве, закона Республики Таджикистан, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, закон Республики Таджикистан о внесении изменений в закон Республики Таджикистан об охране окружающей среды, ряда других законов, принятых Маджлис Намандагон, а также представление правительства Республики Таджикистан о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Таджикистан. Мы продолжаем программу. Таджикистан, как инициатор нового десятилетия действия «Вода для устойчивого развития», инициировав Душанбенский водный процесс в 2018 году, провел первую конференцию высокого уровня по этому десятилетию и планирует провести следующую конференцию 6-9 июня текущего года. По запасам водных ресурсов Таджикистан занимает одно из ведущих мест в регионе Центральной Азии, а также в мире. Тему продолжит Зумрат Файзиева. По запасам водных ресурсов Таджикистан занимает одно из ведущих мест в регионе Центральной Азии, а также в мире. В стране накоплены огромные запасы снега и ледников. Количество ледников в стране составляет более 13 тысяч, с общей площадью оледенения 11 146 квадратных километров. Общий объем ледников составляет 845 кубических километров, что в 13 раз больше годового стока всех рек страны. На территории страны протекают около 947 рек, общая длина которых превышает 28,5 тысяч километров. Более 80% стока реки Амударьи и 1% стока реки Сырдарьи формируется в Таджикистане. В стране насчитывается около 1300 озер общей площадью 705 квадратных километров. В озерах Таджикистана содержится более 46 кубических километров воды. На сегодняшний день в Таджикистане эксплуатируется 11 водохранилищ с общей площадью водной поверхности 664 квадратных километра. Полный объем водохранилищ составляет 15,344 тысячных кубических километра. Полезный объем водохранилищ составляет 7,63 кубических километра. Потенциальные запасы подземных вод составляют 18,7 кубических километров в год. При этом эксплуатационные запасы оцениваются в 2,8 кубических километров в год. Рекреационные ресурсы Таджикистана также являются важным потенциалом для будущего развития страны. В стране имеется 162 природных ландшафтных памятника, более 200 источников минеральных вод, 18 грязевых и соленых озер. Эти ресурсы эффективны для вложения национального и зарубежного капитала и в будущем могут стать одним из основных составляющих развития экономики страны. Наряду с социально-экономическими выгодами водные ресурсы оказывают и отрицательное воздействие. Сложные географические условия делают страну уязвимой к таким стихийным бедствиям, как сели и наводнения, ущерб от которых составляет сотни миллионов долларов. Гидроэнергетический потенциал Таджикистана оценивается в 527 миллиардов киловатт-часов в год, что в 3 раза превышает нынешнее электропотребление стран Центральной Азии. По общим потенциальным запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает 8-е место в мире после Китая, России, США, Бразилии, Индии и Канады. По удельным показателям гидроэнергопотенциала на 1 квадратный километр территории и на душу населения страна занимает 1-е и 2-е места в мире соответственно. Современное использование гидроэнергетических ресурсов позволяет вырабатывать в Таджикистане более 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что составляет порядка 3-4% от имеющегося потенциала. Доля гидроэнергетики в общей схеме топливно-энергетического баланса страны составляет более 95%. Основными потребителями электроэнергии в стране являются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, хозяйственно-бытовой сектор. В принципе, именно эти сектора являются ключевыми для экономического развития, о чем свидетельствует структура ВВП страны.
Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах. Новости. Стремительное изменение климата и повышение температуры воздуха приводит к сокращению водных ресурсов на Земле. Также из года в год в связи с увеличением населения повышается спрос на воду и продовольствие. Эта ситуация вынуждает рационально и эффективно использовать водные ресурсы в разных сферах, в том числе и в сфере сельского хозяйства. Вода является жизненно важным фактором и бесценным сокровищем для каждого человека и всех живых существ. Порядка 70% мирового потребления пресной воды приходится на сельскохозяйственный сектор. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, к 2050 году потребности в воде для целей сельского хозяйства в глобальном масштабе увеличатся на 50% вслед за увеличивающимися потребностями растущего населения. Глобальные запасы пресной воды неуклонно уменьшаются из-за неправильного водопользования, неизбирательного применения, а также изменения климата. Проблемы нехватки воды и ее качества во многих частях земного шара создают серьезные угрозы для продовольственной безопасности и экологической устойчивости в будущем. В Таджикистане принимаются серьезные меры по эффективному использованию воды, в том числе и в сельском хозяйстве. По всей стране внедряются новые технологии по рациональному использованию воды для орошения, в том числе капельное орошение. Этот вид орошения является наиболее эффективным, так как практически не допускает потерь воды, а также можно контролировать интенсивность полива. Кроме того, учеными Таджикистана ведутся работы по выведению жаростойких семян различных сельхозкультур, которые не требуют много воды для орошения. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах. Новости. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.